кто лидеры по коррупции в Таджикистане и что стало с фигурантами самых нашумевших дел в этой сфере. Подписывайтесь на обновление, точно будете в курсе всего самого интересного. Директор агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Сулаймон Султанзада назвал самые коррупционные ведомства и города Таджикистана. На пресс-конференции 17 февраля он сообщил, что в ходе антикоррупционных проверок в прошлом году раскрыто 2155 коррупционных и экономических преступлений. 918 из них являются тяжкими. Общая сумма выявленного ущерба составляет 247 миллионов сомани. Вся эта сумма восстановлена в пользу государства, добавил Султанзада. По его словам, самые крупные нарушения выявлены в структурах Министерства образования и науки – более 30 миллионов сомани. Талка, алюминиевый завод – 28 миллионов сомани. Агентство по государственным материальным резервам – более 15 миллионов сомани. Также среди ведомств, учреждений и организаций крупные коррупционные нарушения выявлены в Кулябском аэропорту, в компании «Баркитачик», в Министерстве здравоохранения и соцзащиты, Амантабанке и ряде других. Султанзада отметил, что в результате проверок 19 инвестиционных проектов был выявлен и восстановлен ущерб на общую сумму 8,6 миллионов сомани. Из них 3,5 миллиона сомани относятся к Центру управления проектом развития муниципальной инфраструктуры ЖКХ Республики Таджикистан и еще более 1,5 миллиона государственному учреждению Центру управления проектами электроэнергетического сектора. В ходе проверок исполнения местных бюджетов выявлен ущерб в размере 62,5 миллионов сомани, из них восстановлено 60,5 миллионов сомани, сказал Султанзада. В тройку самых коррупционных городов и районов вошли Гисар, ущерб около 6 миллионов сомани, Худжант 5,7 миллионов сомани, Яван 4,5 миллиона сомани, за ними следует Зафарабад 4,2 сомани, Канибадам 3,5 миллиона сомани и Рудаки 3,4 миллиона сомани. Несмотря на функционирование электронных и безналичных услуг, до сих пор ответственные лица в бюджетных сферах, пользуясь бесконтрольностью со стороны своих руководителей, на местах предпочитают оказывать услуги наличными и таким образом присваивают государственные деньги, отметил глава антикоррупционного ведомства Таджикистана. Как вы относитесь к такой ситуации и к таким объемам? А директор агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, все тот же Сулаймон Султанзада, сообщил о случаях коррупции в сфере образования. По его словам, главный бухгалтер Института повышения квалификации народного образования Минобразования и науки Таджикистана Нусралоев в течение 2020 и 2021 годов присвоил бюджетные грантовые деньги в размере 3,5 миллионов сомани. Он их перевел на свою банковскую карту и на карты 4 других сотрудников института. Затем их обналичивал в банкоматах. Бухгалтер по решению суда лишен свободы и сейчас находится в заключении, сообщил Султанзада. Кроме того, глава антикоррупции сообщил, что в отношении бывшего директора агентства по надзору в сфере образования Таджикистана Шахина Саидзада дело не заведено, так как преступления совершили его подчиненные и ущерб был восстановлен. Напомним, что его обвиняли в присвоении почти 2 миллионов сомани бюджетных средств. Насрадин Низамзада, начальник Следственного управления агентства по государственному финансовому контролю и противодействию коррупции, сообщил журналистам, что в отношении председателя аппарата исполнительной власти Рашского района Халмухамада Артикова возбуждено дело по факту мошенничества. Он обманным путем взял у гражданина Абассада 100 тысяч сомани за назначение его на должность начальником отдела образования Рашского района. В отношении Артикова возбуждено уголовное дело. Глава района Рахимджан Мукими также был допрошен в рамках этого дела, но дело на него не возбуждено, сообщил антикоррупционер на пресс-конференции, но не сообщил, почему глава района проходил только как свидетель. А как вы думаете, почему? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.